играем уже в финале стыки, то есть первые с первыми, вторые со вторыми. Значит, команды, которые в своих группах заняли первые места, играют за первое и второе место. Команды, которые заняли вторые места в своих группах, играют за третье место. И последние команды в каждой группе остаются, как вы поняли. 3 партии по 25 очков. Итог каждой выявляет победителей группового этапа. Первыми на площадке сошлись команды из Чечни и Кабардино-Балкарии. Заняв свои места, они ждут сигнала от судьи. Игра сегодня предстоит непростая, но очень интересная. На табло счет 6-0. Победу в первой партии одержали зеленые. Осталось еще 2 игры. После второй партии зеленые уверенно одержали победу в этой встрече. Ну, не хватило тренировок, связки между собой, новые игроки, новый состав. Поэтому сюда приехали чисто, чтобы развить свою командную игру. Новый состав будем выставлять. Сегодня соревнуется 6 команд СКФО. В каждой по 6 игроков и 2 в запасе. Открытый турнир по волейболу собрал во Дворце спорта одних из лучших волейболистов Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Мы часто бываем здесь, в республике. Сейчас начали много времени уделять, много внимания стали уделять волейболу. Такой великолепный зал. Грех не заниматься игровыми видами спорта. У нас СКФО с игровыми видами немножко напряженка, надо вот поднимать. В Ингушетии есть хорошие ребята, но уже ветераны. Немножко спад молодежи нет. С детьми надо поработать побольше и все. Ингушский народ бережно хранит память о героях, и этот волейбольный турнир посвящен Магомеду Нурбагандову. Герою России, чья фраза «Работайте, братья» стала символом борьбы против терроризма и экстремизма. Турнир посетил отец Магомеда Нурбаганд Нурбагандов. То, что сегодня проводится на такой греческой земле, на святой земле Ингушетии, вот этот турнир, это символично, то, что когда у нас на Украине происходят такие битвы, все ребята наши погибают, отстаивают нашу страну, наши ценности, то, что есть. И мы, проводя вот такие турниры, проводя такое патриотическое воспитание нашей молодежи, это получается поддержка нашим ребятам. Пока у нас есть ребята, как Магомед Нурбагандов, Нурмагомед Гаджимагомедов, наш земляк, вот Ингушетии парень. И когда есть Прохоренко, Филипп, Романа, вот это герои, ребята, все это наши. И на нашей земле, на землю враг наступить никогда не сможет. И нашу великую Россию на колени не поставит. Его знаменитая фраза «Работайте, братья», она у нас как-то по всей России, все сотрудники внутренних дел, все, кто связан с силовым блоком, как бы произносят эту фразу, и она как бы патриотически звучит. Я думаю, не только мы гордимся нашим земляком, им гордится вся страна, поэтому это еще больше нас вдохновляет. Его подвиг прославился на всю Россию. Это для нас пример, каким нужно быть патриотом своей республики, своей страны в целом. Ингушская команда занимает 4-е место в строчке. Тренер сборной команды Алихан Хамхоев делится, что результатом доволен, так как состав был собран из игроков-любителей. У нас команда Ингушетии возрастная, но мы вышли из группы и в матче за 3-е место проиграли городу Терек, Кабардино-Балкария. Мы все понимаем, и министерство, и нашу работу, нашу задачу. Мы должны все вместе развивать игровые виды спорта. У нас в республике очень хорошо развито единоборство, индивидуальные виды спорта, но игровые виды спорта – это массовость, это вовлечение детей, это вовлечение много людей именно в спорт, и поэтому определенный акцент делается на развитие игровых видов спорта. Сегодня это подтверждается, мы проводим очень хороший, классный турнир. Сегодня к нам приехало очень много хороших, добротных команд. Финал был самым напряженным. В нем встретились команды Дагестана и Кабардино-Балкарии. Победу одержали первые со счетом 2-1. Победителей турнира наградили ценными подарками, кубками и грамотами. Микаил Тангиев, Адам Гулоев, Адам Далаков. Новости 24.